эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». Сегодня понедельник, 9 января. В студии Нариман Арсинова. Наша команда готова рассказать вам о самом главном и актуальном к этому часу. 50-летнего Арсена Халилова провели в последний путь. Кто понесет ответственность за некачественную реконструкцию улиц Карла Маркса и Пушкина в центре Симферополя? Как ходить на ощупь по неосвещенным улицам на фонтанах? Об этом и не только. Смотрите в нашем выпуске. Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ, сообщил член Комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет. В конце декабря президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам Российской Федерации. По словам Михаила Шеремета, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются. Сегодня в Бахчисарае в последний путь провели 50-летнего Арсена Халилова. Похороны самосожженного после семейной ссоры мужчины прошли в 7-м микрорайоне, где и проживает семья Халиловых. Родственники, друзья, коллеги и знакомые собрались в доме умершего, чтобы проститься с ним. С места события наш корреспондент Алимека Юбулаева. Тамара Кривенко рассказывает, умершего Арсена Халилова знает уже на протяжении 10 лет. По ее словам, до последних дней ничего подозрительного не замечала. Все было как обычно. Он работал предпринимателем, у него были свои продовольственные магазины на рынке. Весь рынок говорит, о нем очень никто не верит. Вот, понимаете, никто не верит, что его нет в живых. Друг Арсена Халилова, сервер Абдулмаджид, сегодня тоже здесь. Пришел поддержать семью и проводить хорошего друга в последний путь. Мы хорошие друзья, вместе в Бахчисарае живем уже 25 лет, вместе работаем. 3 детей у него, сын и 2 дочери. Что-то случилось, мы так и не успели узнать. Трагедия в семье Халиловых случилась 8 января. Мужчина облил себя легковоспламеняющимся средством и сжег. Причиной такого поступка послужила семейная ссора с супругой. Родственники пытались спасти Арсена Халилова, но безрезультатно. Мужчина погиб от полученных ожогов. Семейная ссора. Между супругами получился конфликт. Связывать это с какими-либо политическими ситуациями не нужно. Это просто на бытовой почве произошла такая трагедия. После случившегося в ряде украинских СМИ появилась искаженная информация о смерти Арсена Халилова. В свою очередь депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек и председатель Госкомнадзора Заур Смирнов призвали не политизировать и не спекулировать на семейном горе и по-человечески отнестись к драме в семье Халиловых. Сегодня у погибшего мужчины осталось 3 детей. Следственные органы по факту самосожжения начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Коллектив нашего телеканала, в свою очередь, присоединяется к соболезнованиям семье Халиловых. Алимека Юбулаева, Энвер Аблязиз, телеканал «Милет». Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон-хан-Ацеф. В результате инцидента погибли 4 человека, более 10 пострадали. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Личность террориста установлена. Президент России Владимир Путин передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Симферопольцы возмущены качеством укладки тротуарной плитки в центре города. Об этом они массово пишут в социальных сетях. В связи с этим сегодня глава администрации города Симферополь Геннадий Бахарев встретился с подрядчиками. Кто понесет ответственность и что будет с центральной улицей города? Ответы на эти вопросы знает наш корреспондент София Шукурова. Укладку тротуарной плитки на реконструируемых улицах Карла Маркса и Пушкина, вопреки здравому смыслу, но по указанию начальства, рабочие плиточники проводили в снежную, сырую и морозную погоду, что повлекло за собой очень печальный результат. На вопрос, кто виноват в случившемся, глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев ответил так. Естественно, кто делал, тот и виноват, и делал у нас подрядчик. Почему, он, наверное, сейчас объяснит сам. Могу сказать только, что с нашей стороны, как
контролирующей организации расчет за данные работы не проведен, всего 60% оплачено. Значит, направлены претензии, есть гарантийные письма со стороны подрядчика о том, что все, что выявил наш стройнадзор, будет исправлено. Конечно, погода здесь являлась ключевым фактором, почему так сделано. Вот надо было просто не спешить, могу сказать. Если поспешишь, людей насмешишь. Вот. Ну, естественно, они будут наказаны. Есть определенные статьи контракта, которые предполагают эти наказания. Реконструкция центральной части крымской столицы началась в сентябре 2016 года. Работы планировали закончить в декабре, но из-за снежной зимы не успели. Вместо того, чтобы повременить с укладкой плитки до благоприятных погодных условий, строители клали ее прямо в грязь и снежную кашу. По словам подрядчика, согласно договору, срок производства работ составлял 80 дней. Теперь ответственность за все дефекты ляжет на подрядчика, который за свой счет будет проводить работу над ошибками. По условиям контракта срок окончания работ конец года. Мы просили, обращались о переносе, так как согласно СНИПу 1201/2004 устройство покрытий из тротуаров и асфальтовых дорог необходимо проводить в плюсовую погоду. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять все работы с сдачей до конца года. На вопрос, почему не продлили сроки подрядчику, ответить так никто и не смог. Почему подрядчику тогда не продлили контракт? Ведь он просил. Ну, есть еще техническая часть. Дело в том, что плитка бетонная, которая ложится на этот сам, она должна быть в любом случае, она ложится на песок с цементом. Так и контракт почему подрядчику не продлили, если он просил? Ну, подрядчику не продлили в соответствии с тем законом, который есть. Ну, может быть, мы что-то недоприняли. Я не готов сказать по этому поводу. Вот, у нас деньги должны были расходованы до конца года. Качество реконструкции центральных улиц в социальных сетях у жителей города вызвало множество недовольств. 5 января этого года жители Симферополя могли наблюдать, как в центре города на реконструированной улице произошел незапланированный фейерверк. Насчет взрывов можно сказать, что установка елки привела к повышению мощности. И муниципальное унитарное предприятие «Горсвет», которое выполняло работы по установке елки, подключило ее с автоматом, значительно превышающим ампераж, что привело к взрыву кабеля Горсвета, который будет заменен в рамках гарантийных обязательств. Власти города лично убедились в качестве положенной плитки. То, что лично видел я, да, провалы плитки, там стреляющая проводка, ну, это не годится, могу сказать точно, ясно. Меры мы примем, сейчас посмотрим, насколько они качественно исправят, а потом уже будем применять уже такие жесткие штрафные санкции. Остается вопрос, зачем было реконструировать центральную улицу, если ее покрытие в пригодном состоянии, в то время, когда множество дорог Крыма разбито. София Шукурова, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. С начала 2017 года сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму спасли 56 человек. Всего же зафиксировано 59 чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил помощник начальника главка Владимир Иванов. Произошло 59 чрезвычайных происшествий. Из них основное количество – это пожары. На втором месте идут у нас происшествия в горах. На третьем месте дорожно-транспортные происшествия. На пожарах за этот период травмировано 15 человек. Спасено 13 человек на пожарах, из них 2 детей. Осуществлен выезд на 4 дорожно-транспортных происшествия, на которых пострадало вот на происшествиях, где работали наши подразделения. В результате ДТП получили травмы 25 человек. Спасено 10 человек, в том числе 2 детей. Их спасатели вырезали из искореженных автомобилей. По горам мы уже разбирались, это 21 ЧП, 33 человека спасено. Украинские СМИ сообщают о создании так называемой «Крымской сотни», корпуса организации «Правый сектор», запрещенной в Российской Федерации. Очередная националистическая сотня формируется в Херсонской области. В приказе командования правого сектора говорится о том, что так называемая Крымская сотня будет заниматься противостоянием проявления сепаратизма на территории, находящейся у линии размежевания. Как известно, корпус Крымская сотня, объявленный добровольческим, является очередным незаконным вооруженным формированием, которое используется у границ Крыма. Кандидат исторических наук Эльвина Сеитова считает, что в Крыму граница на замке и созданный батальон прямой угрозы не несет. Это опять-таки является очередным признаком
очень глубоких неконструктивных процессов, которые происходят в самом украинском государстве, потому что вот эти самопровозглашенные формирования военные, они подменяют функции государства. Это очень такое явление нехорошее, причем для самой Украины. Обращает на себя внимание тот факт, что правый сектор на своей символике использует крымско-татарскую тамгу. Испокон веков национальным флагом крымских татар является голубое полотнище с золотой эмблемой тамга. Голубой цвет – это цвет чистого неба. Что касается эмблемы, это символ крымско-татарского народа. Первый наш хан из династии Гиреев, Хаджи Девлет-Гирей, принял решение о том, что золотая тамга станет символом ханской власти. И с тех пор, собственно, этот символ является нашим крымско-татарским символом. Очень интересно, что в сочетании друг с другом, в смешении друг с другом золотой цвет и голубой цвет дает цвет зеленый, это цвет жизни. Что касается использования наших национальных символов в интересах других государств, в интересах военных тем более, я считаю это абсолютно неприемлемым. Это нивелирует и унижает наши национальные символы. Это абсолютно неприемлемо и недопустимо. Наша съемочная группа поинтересовалась, как крымчане относятся к созданию очередного националистического батальона. Вообще-то Доград-Даголь. Это неправильно. Мы уже в Российской Федерации живем 2 года. Все тихо, спокойно. И правильно будет, если крымские татары вернутся обратно в Крым. Нужно жить в мире и в спокойствии, здесь, на родине, как и раньше. Да вы что, от чего может быть положительно? Кто-то создает какой-то батальон, от кого-то защищаться или нападать на кого-то, освобождать кого-то. Я вот уже 25 лет почти в Крыму. Из Узбекистана живу. Я, кроме положительного, ничего здесь не чувствовал. И сейчас не чувствую. Вот 80 исполнилось лет. Напомним, что ранее на Украине уже пытались создавать так называемый батальон имени Намана Челебиджихана. О его создании заявлял Ленур Ислямов. В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не поддерживает инициативу по созданию в Украине крымско-татарского батальона. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В микрорайоне Фонтаны среди освещенных улиц выделяются улицы Мирджан, Чорабатыр и Эмель. Их освещают лишь свет и закон домов. Уличная же подсветка отсутствует уже 3 месяца. По вечерам здесь полная тьма. После многочисленных жалоб местных жителей разбираться в ситуации отправилась и наша съемочная группа. Жители микрорайона Фонтаны в вечернее время суток опасаются ходить по улицам Мирджан, Чорабатыр и Эмель. По словам местной жительницы Раиле Тахтаровой, с темнотой боролись 26 лет. Лишь последние 4 года плафоны уличного освещения наконец начали работать. Последние 3 месяца, лишь подсветив фонариком, можно определить, по какой улице идешь. Мой сын обратился в организацию ООН «Сармат» по поводу того, что нет освещения. Подрядчик сказал, что работы приостановлены из-за того, что горсовет не выплатил 800 тысяч рублей, поэтому и работы приостановлены. Несколько месяцев назад электрики организации «Сармат» приехали и под предлогом того, что будут менять освещение на более экономное, отключили плафоны и вовсе. Елена Скарпофеева проживает на улице Мирджан. Женщина рассказывает, что еще при украинской власти жители на свои средства провели уличное освещение. Люди в недоумении, почему они должны опять ходить по темным улицам. Страшно за детей и пенсионеров, ведь на улице темно и гололед. Елена рассказывает, обращались в городскую администрацию, получили письменный ответ. Однако проблема с места не сдвинулась. Мы ждали, мы терпели. Я обращалась лично в городскую администрацию. Мне дали ответ, что, значит, подрядчик не выполнил свои подрядные обязательства, и сейчас с ним ведется судебное разбирательство. Но мы опять же ждали, когда это судебное разбирательство закончится, и в конце концов мы обратились к вам, чтобы нас услышали и нам сделали освещение. Власти Симферополя, в свою очередь, обещают решить эту проблему. Освещение в микрорайоне Фонтаны. Фонтаны запланировано в этом году у нас. В этом году запланировано. Ну не все, там большой микрорайон. Вот жители 3 улиц жалуются, что там... у них было освещение, отключили, ну, и там... в данный момент нет освещения. И вы говорите, если подача электроэнергии, ну это мы разберемся, сейчас я дам команду. Улицы какие, скажите? Ну, скажите в рабочем порядке, хорошо. Жители микрорайона Фонтаны надеются, что работы по восстановлению освещения проблемных улиц начнутся в ближайшее время. Сабреха Лиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Симферополе напротив музыкального училища находится сквер героев социалистического труда. Но мало кто знает, что среди плеяды советских ударников труда также были и 3 крымских татар – Мустафа Чачи, Саид Мемет Таиров и Энвер Алиев.
Мустафа Чачи проделал путь от простого рабочего до героя социалистического труда. В возрасте 35 лет за успехи, достигнутые в увеличении производства хлопка сырца и коконов шелкопряда, был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Подробности в сюжете Айше Шулаковой. Крымско-татарский народ всегда славился трудолюбивыми и талантливыми людьми. Наш герой-земляк Мустафа Чачи прославил свой народ далеко за пределами родины. Он из той плеяды крымских татар, на долю которых выпали непростые жизненные испытания. Семья прошла войну, потом депортацию и возвращение на родину. В Узбекистане на плечи юноши легла забота о престарелых родителях, старшем брате-инвалиде и остальных членах семьи. С 14 лет он начал работать на полях совхоза имени пятилетия УЗ СССР. Он прошел путь от тракториста до управляющего 5-м отделением этого совхоза. Он в производственном показателе показал на высший урожай по тем временам. Если соседние хозяйства в среднем собирали по 17-18 центнеров, но по тем временам это было достижение, то уровень развития хлопкового производства и организации труда было так построено, что они достигли такого успеха, чтобы уже по тем временам 28 центнеров, 30 центнеров, 32 центнера стало нормальным явлением. Мустафа Чачи и его соратники совершили коренной перелом в агротехнике и организации труда и производства. Я могу назвать Чка Ридвана, Девлетова Ридвана, Сальме Мустафа. Эти были асы по тем временам, это были фанатики своего дела. И они показали до такой степени, что уровень развития совхоза 40 центнеров стал нормальным. Мустафа Бей одним из первых исследовал и начал использовать новые прогрессивные схемы и технологии посева. В 1966 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, а немного позже удостоен звания Героя социалистического труда, а также звания заслуженный хлопкороб и заслуженный механизатор УЗ СССР. Сотрудники Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия начали изучение темы Героев социалистического труда. Научный сотрудник музея Мустафа Мустафаев считает, что трудовой подвиг ничем не меньше подвига войны. На этом опыте учились не только производители хлопка Советского Союза, союзных республик, но даже которые приезжали из других зарубежных стран, там, где выращивают хлопок. И вот на их примере, на их селекции, технологии учились вырабатывать такие урожаи. Мустафа Чачи умер в 1970 году, так и не увидев родины. В Узбекистане его именем названы поселок, улица, детский лагерь, санаторий, а также в его честь учрежден диплом. Наши соотечественники надеются, что имя Мустафы Бея также будет увековечено и в Крыму. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. 14 января 2017 года состоится День открытых дверей в микрорайоне Фонтаны в школе номер 44 для специалистов, желающих работать в этом учебном заведении. 15 января в школу приглашаются родители и будущие ученики. На этом наш выпуск завершается. Увидимся с вами уже завтра в 13:00. Команда Хабер Лер продолжает следить за событиями. Оставайтесь с нашим телеканалом.